Так, ну вот мы с вами пришли на ВДНХ. Здесь такая надпись «Добро пожаловать» электронная. Там гостиница «Космос» вдалеке. Поворачиваем голову и видим, Маша ходит тут, что-то пытается показать. Так, и видим главные ворота. Вот это вот сооружение монументальное. Видим основных людей, которые строили Советский Союз, простые люди, рабочие, колхозники, крестьяне. Вот там наверху на самом видим золотую статую рабочего и женщина-крестьянка, видать. СССР, герб СССР. Вот это все было построено, такой монументализм при Сталине. Вот тут люди мешают. Кто-то тут стрижет газон, траву. И пойдем поближе посмотрим. Это шедевриальные сооружения на ВДНХ. Вот дети идут у нас такие довольные. Первый раз сюда пришли. Ну сюда, конечно, надо посмотреть, сходить обязательно, чтобы грозди винограда. Смотрите, какой масштаб. Ну так вот на камеру сложно передать все это. Это надо, конечно, вживую приходить сюда и смотреть, какое величие, какой масштаб. Смотрите, вот это все плоды, что выращивали. Так, выходим. И вот это главный павильон центральный. Он работает, нет, сегодня? Посмотрим. Раньше там был какой-то магазин, какая-то выставка чего-то. Разворачиваемся, и вот с этой стороны она так выглядит. Арка, главный вход. Раньше тут когда-то были куча магазинов, сейчас, говорят, убрали. Вот люди на велосипедах ездят, потому что расстояние тут большое. Велопрокат ВДНХ. Песни такие, смотрите, какие. Ну и вот тут схема у нас самого ВДНХ. Где какие павильоны? Ландшафтный парк, парк ремесел, парк знаний, экспо, парк Останкино, тематический парк аттракционов. Ну и мы движемся дальше, туда вперед. Ну а сейчас находимся возле основного павильона. Видим герб Советского Союза наверху. Флаги союзных республик, на надпись «Союз Советский». Сколько их было там, в каком 39-м году или 38-м ВДНХ было построено. Вот мы видим, здесь памятник Ленина, там центральный вход, аллеи. Короче, зашли на выставку роботов на ВДНХ. Тут был самый ближний павильон, получается. А вот этот говорит... Я умею отгадывать предметы, могу рассказать стишок или анекдот. Давай, рассказывай. Анекдот. Анекдот рассказывай. Стих. Глазки спят и щечки спят, у усталых малышат. Спят реснички и ладошки, спят животики и ножки, и малюсенькие ушки. Сладко дремлют на подушке. Спят кудряшки, ручки спят, только носики сопят. О, а анекдот расскажи, анекдот. Алло. Анекдот. Мама, у меня хорошие новости. Вовочка, у тебя 5 по алгебре. Я сказал хорошие новости, а не волшебство. Я сказал ему анекдот, он анекдот рассказал. А еще что может? Анекдот. Мама, у меня хорошие новости. Вовочка, у тебя 5 по алгебре. Маша вот уселась тут куда-то. А тут что такое? Google Car. Это что-то надо делать, да? А тут читайте, что написано. Вот это робот не может, робот. Почему-то вот это надо все читать. 3 закона робототехники. А почему-то так. Вот здесь вот люди, короче, ходят. А тут что? Робо-рыба. Робо-рыба. Видали? Рыба-робот.
Офигеть. А если вот так пальцем, она не реагирует? Да-да-да. Продолжение осмотра. А вы там вот заходили на то? Тут что такое? Это что такое? Ой. Тут какой-то робот. О, робот сам рисует. Смотрите. Сам рисует. Он может ваш портрет нарисовать. Они рисуют. Вот какие художники талантливые. Девушка, что это? Убежала куда-то. А тут что такое? Ух ты, робот. Не трогайте. Это что такое? Робот, который... Он играет, анализирует. Что, куда. А это что такое? Робот-осьминог Василий. Ну, какие-то есть. У тебя хороший, скрипучий принтер, похожий. Да. Ой, и потух. А вот дети играют с этим роботом. О, а тут какая-то голова. Алло. Угу. Смотрите, что здесь. Что ты молчишь? Так, а это лягушка аудиогид. О. Нажми. Тут что делают? Бьют. Чем бы мне заняться? А что это делает? Играют, мультик. Не нафиг. Робот не любит тебя. А этот сидит. Этот робот он закидывает, да? Мячи сам. Давай. Гидравлика, смотри, сейчас гаду. О, нифига он. Сейчас он так будет. Ой. Сейчас страшно. Попал, да? Ничего себе. И теперь он что, берет обратно, да? Точно. С ума сойти. Нужно от всего вот этого. Это кто такая? Нового поколения. Кто это Меня такая? создали инженеры компании Альфа Robotics. Я обладаю синтетическим интеллектом и способна к обучению. Моя база данных постоянно актуализируется. Могу работать с любым объемом информации, сортировать, Кто-нибудь трогал? анализировать, записывать, копировать, роботом? передавать. Но больше всего мне нравится О, тут вот эта игра есть. Можно поиграть, да? А это что? Та-та-та-та. Робота. По попе. Вот это по попе. Маша, вставай сюда. Ну, а что, не хочешь, что ли? Так, а это что такое? А этот робот у нас стаканы, да? Смотрите.
наливает. Робот-бармен. Вот. Люди не нужны будут скоро. Вот так вот придешь куда-нибудь, а там робот работает. И наливает тебе коктейли. Разные. Так, дальше идем. Дети играют в эту игру. Спасибо большое. А тут что? Пока-пока. Больше не вредничай. Пока-пока. Пойдемте дальше. Тут какая-то экскурсия идет. Привет. Как жизнь? Что делаешь? Алло. Ну, Я умею показывать сценки, Давай. а еще петь, читать стихи, танцевать и даже на машинке вышивать. ну выше на машинке давай что-нибудь делай. Алло, робот. Он не понимает. Бесплатно его получить. После этого вы выберете любой напиток из 4 вкусов, какой вам больше понравится, и робот самостоятельно вам его приготовит, смешивая различные сиропы, соки и газировку. Получится прикольный сладенький напиток. Обязательно приходите и пробуйте. А мы с вами пока пройдем дальше. Так. А этот что-то разговаривает. Темная комната, где каждую темную полночь во всех темных углах загораются красные огни. И тоненький голос пищит. Ох, ну когда же инженеры научатся ставить нас на зарядку? Комедия. Так, а это что такое? Пожалуйста, не трогайте роботов. А он сам рисует. Яйцекрас. Я создал банк, где тысячи А человек. этот рисует. Вот такое устройство. А этот робот играет. А это что? Непонятно. Ой. На голову такие штуки. Зверушка. Вот что такое. Фотки тут делают. Ой, людей сколько. Это фотография. Вся комедия. Дети играют. Давай. Ага. Так. Этот робот у нас мячик кидает. Тут все игры. О, робот-ударник. Видали? А этот робот-скрипач. Можно сахарную вату кушать здесь. А это кто такой? Это ж какая-то мельница или что? Вот мельница. Такое. А этот все кидает, да кидает, кидает, да кидает. Вас чувствует и боится прибить вам своими большими могучими руками. Что ж, пойдемте дальше. Что ж, пойдемте дальше. Привет. Введите адрес вашей электронной почты. А, это он фотку отправляет. Выберите понравившуюся вам рамку. Короче.
серьезно. Можете ходить и жениться сколько угодно. И мы с вами пойдем дальше. Робо ЗАГС. Ну, это свадьба. Жениться можно. Невеста, жених. Руки прилагал, он выдает какую-то. А, женит. Сердце. Замки. Смотрите. А тут что? Вот, смотрите, ребенок стоит, и там он магниты какие-то. Смотрите, это магниты. Ну вот это виртуальный ЗАГС. Здесь можно обручиться. Люди обручаются, какие-то свидетельства, вот здесь замочки. А это на голову наливать надо, и это будет магнитная. Ой, это что они делают? Кубик делают. Кубики делают. Это вот здесь вот кубики делают. Скотчем заматывают. Разноцветные. И на голову все надевают. Виртуальная игра. Это с роботом играют. Что происходит с роботами, фотографируется, а тут вот какой здоровый. А здесь что у нас? Лего, то есть здесь можно сидеть и играть, пока не закроется это заведение. Это у нас получается термо ручка, можно что-то рисовать и создавать кубики. Разукрашивать. Чего-то тут никого нету. А это лабиринт игра. Или покемон, или как это называется. Ой, я поближе пришел. Ну вот такая вот у нас выставка роботов. Если вам не жалко 450 рублей за ребенка и за взрослого 550 отдать, можете посетить ее. А это кто, роботы здесь? Интересно. Ой. А они что делают? Непонятно, что делают. Это битва роботов. А наши дети, а вот этот, что же он? Я как хочу поговорить с вами. Поговори, давай, поговори. А ты любишь меня? Я очень. Дети режутся в эту игру. Ну, хоть и то дело, хоть можно поиграть, тут можно безлимит, можно хоть целый день проторчать. Различаю чувства человека, понимаю выражение глаз, могу узнавать натуру. Я могу работать с клиентами, рассказывать о товарах и услугах, управлять результатами. Ярослав пытается завести диалог с роботом, чтобы тот его сфотографировал и отправил фотографию на электронную почту. Может, я не знаю всего себя.
типа рука и что-то она. О, Здесь игра, в которой вы можете посоревноваться в знании робототехники. Достаточно просто нажать на центр, у вас запустится игра. С каждой стороны, вот сейчас у нас запускается, вы должны играть друг против друга. С каждой стороны у вас есть красный, соответственно, синий робот. Ваша задача привести данных в лабиринте. Как они будут ходить? У вас будут появляться различные вопросы, связанные с робототехникой. За правильный ответ робот будет делать шаг вперед, за неправильный шаг назад. И тот, кто первым приведет своего робота в кубку, тот и выиграл. обшивают робошлем скотчем. И потом на голову все надевают. Вот тут толпа целая. Робошлем этот можно себе, видите, на голову надел. Можно себе унести с собой. Теперь Маша играет. Так вот надо отражать. Короче, Маша взяла тоже такой кубик, и сейчас его будет клейкой лентой цветной обворачивать. Сейчас начнется шоу корейских роботов-танцоров. Вы готовы? Я не слышу, вы готовы? Тогда встречаем первый танец наших роботов аплодисментами. Аплодисменты. Аплодисменты. Рядом вот с робостанцией пеногенератор, этот мыльные пузыри пускает генератор. Удовольствие бесплатное вот такое. Стоит и работает. Так вот. Так, ну дошли до фонтанчика такого прикольного. Снимают. Смотрите, как работает. На камеру снимают. Люди тут фоткаются, ходят. Конечно, красиво здесь. Много сейчас павильонов реставрируют, восстанавливают. Вот этот все фонтан шикарный. Такое богатство. А здесь напротив это... Здесь вот там дальше Республика Беларусь. Фонтан. Там вот тоже республика. Здесь республика. А что в нем и находится? Вопрос. Сейчас мы дойдем и посмотрим. Здесь довольно-таки красивые. Это Украина. Украина это. Панно вот это. Витраж. Достижения. В советской Украине такие красивые 54-го года это стеллы, постройка, видать, этот павильон. Все шикарно, конечно, все сделано. Времени сколько еще? Много.
Вазы, вот смотрите, какие вазы шикарные. Электронный гид. Много людей на велосипедах. А мы должны подальше сходить. Да. Тут павильончик этот ремонтируется. Так, вот еще павильон интересный. Это, конечно, красиво сделано. Все так монументально. Размах большой. Так, а это мы дошли до павильона «Космос» СССР. Садитесь, но тут мокро. Видим ракету «Восток». Вот она какая здоровенная ракета. Хорошо ветра нету, а, слушайте. Как замечательно. Видите, дождик прошел. Тут вообще передавали, что будет сильный дождь. И типа ветки будут падать с деревьев. И нифига ничего нету. Никакого дождя, ничего. Вот еще ракета. Восток. Такая большая она. Вот то, что я снимаю, допустим, все люди снимают, допустим, да, это все на экране, оно так не выглядит. Вот когда под ней непосредственно стоишь, да, ты чувствуешь эту мощь. И причем эта ракета «Восток», она, в общем-то, да, 4 у нее ступени, или 5 ступеней. Як-42 самолетик. Угу. Самолетик Як-42. Вот такой вот. Вертолеты видим. Так, дошли до павильона «Космоса», и рядом находится павильон, написано «Политех». Выставка техники, видать. Россия делает сама. Поворачиваем голову. Павильон «Космос». Механизация, электрификация сельского хозяйства СССР. Он очень большой вообще. Мощный. Самый такой фундаментальный. Поворачиваемся. Видим ракету «Восток». Так, сейчас мы вот зашли в этот технопавильон. Смотрите, нажал кнопку, и он пам, пам, пам. Так вот лупасит. Эрик, а тут нажми кнопку. Экранчик. Кнопку нажимаем. Тут видите, классно. Внимание, говорит Москва. Это он говорит. Плазма говорит. О как. Это громче. О как. Кнопка есть. Нажимаешь, он громче. О как. Так, дальше проходим. Тут вот всякие тоже экспонаты есть. Как работает. Тут указана схема. Это идет. Вот тоже экспонат у нас. Тут много интересного. Экспонат отдыхает. Вот какой экспонат. Тепловыделяющий сбор ядерного реактора. Ух ты, даже можно потрогать, смотрите. Вот она какая с ядерного реактора, тепловыделяющая стойка. А это что-то батискаф. Это подводная лодка, глубоководная. Что там такое? Тут какие-то звуки жуткие. И что? Ой! Ой! Кошмар. Землетрясение. А, это 5 баллов, да? Вот здесь вот можно ощутить молния какая-то куда-то.
Тут можно посидеть. Мультимедийные можно осветить. Так, ну что, пора время встать. Пошли. Сейчас будем 5 баллов ощущать. Что-то жуткое будет. Так, смотрим на машину реакцию. Сейчас бомба упадет. Ой, что-то полетело. Опа! Все затряслось. Прикольно. Вот так вот земля трясется. Чувствуете? Вот. Взрыв. Вставай, Ярослав. Почувствуй. Но это уже конец. Чувствуешь, да? Землетрясение. Землетрясение. Вот так вот. А это вот памятные журавлики. Хиросима, Нагасаки. Все. Становимся. Сюда. Сейчас будет. А вот это бомба ядерная. Она упала. Вот так вот. Сейчас она упадет, и мы ощутим жуткие толчки и световые импульсы. Ой, вибрация какая. Бомба вот эта вот. Ова, еще вспышка. Только 5 человек. Больше нельзя. Больше 5 человек нельзя. Вот так вот. Все, бомба вот эта упала. Такая вот бомба. Вот, а эта девочка, она рассказывает эту историю. Динамик. И загадываю желание. Пусть не знаю, все будет хорошо. Про эту Через несколько бомбу. месяцев она умерла. Первая ракета. Бомба. Они интересны. Здесь вот, короче, человек, мозги человека. Здесь идет. Это что такое? Искусственная рука, искусственные ноги. Можно долго ходить, изучать все это. Детям, кстати, бесплатно. Таким образом, можно видеть Вот это что за штучка? Искусственные легкие, что это? Прочитаем. А, точка, искусственное кровообращение, аппарат искусственного кровообращения. Вот этот вот. Вот так вот. Приборы медицинские. Искусственное сердце. Искусственная рука. А это в глаз. Что такое? Проходим дальше. Какой-то крестик, интересно, что это означает. И надо в центр встать, да? Звук. Да, алло. Алло, алло. А, да, привет. Слава. Все это снова Слава. Ладно, поехали. Ага. Снилось. Руками не трогать. Роботы. Сфера 336. Это роботы.
Наверное, одни из первых роботов. О, а это кто? Робоход. Прикольно. Робот Сипулька 1962 года. Какой был? А, какая элементная база у него. Смотрите. Кукла робот. Страшила. Придешь ночью с ключиком. Мы ходим в Это что такое? Кибернетическая модель мышь в лабиринте. Непонятно. Так, тут надо QR-кода понимать, что это такое. Сейчас. Так, ну и наш вот интересный телефон сотовый. И мы видим пятнышко вот это. Она ходит и, соответственно, отражается он на потолке. Интересно. Интересный эффект. Смотрите, ручка есть. Как-то ей делать, управлять надо. Теперь сюда. И подсолнух поворачивается, соответственно. Так вот. А тут что, пар? Прикольно. Сейчас, стой. Давай, нажимай. Вот. О, это типа тайфун какой-то, да? Богам. Смотрите. Супер. Так, а это Архимед, рыба и подводная лодка. В принципе, Архимеда. Современные подводные лодки имеют два корпуса. Вот формула. Тут надо изучать физику. Понятно. Еще один экспонат. Слышь, это игрушка такая, да? Надо где собирать разные. Вот, интересно. Вот. Просто берешь, вкладываешь просто, да? Такие вот штуки. Логарифмическая линейка. Вот это вот, смотрите. Тоже счетная система. Это, короче, посвященная счету тема. А здесь мы видим вот такой арифмометр. Еще арифмометр. С помощью них считали раньше, когда не было электронных калькуляторов, компьютеров. Вот с помощью таких техники считали. Здесь можно послушать лекцию про лазеры. И также представлены макеты лазера. Время, пространство, космос. Камеры лазера на рубине. Здесь представлены наушники, можно слушать. Различные экспонаты. А, вот это кинескоп, да?
такой, один из первых. О, какой прибор. Смотрите. Это все в России делали такие супер приборы когда-то. Уже ничего не делают. И вот делали такие телевизоры. Вот это кинескопы, да, у них трубки электронные. Такие вот. Ух ты, это даже показывает, смотрите. Волейбол или что-то. Вот такой телевизор с линзой спереди. А вот сзади вот это вообще грандиозный какой-то радиовоз с телевизором. Из дерева еще. Али вот такой, смотрите. Все, здоровяк. Вот телевизор. Телевизор это? Это уже телевизор, да? Радио. Смотрите сами. А это вообще первое радио. Телеграф. Первый телеграф. Радиоприемники первые. Это уже позднее такие появились. В 70-х, 60-х годах радиоприемники. О, какой большой, здоровенный, смотрите. Агрегат. Вот тоже радио. А это Терминвокс. Играют, короче, много. Так. И сейчас к самому началу подходим. Это изобретение газоотметчика Александра Попова. Вот так вот он выглядел. А это газоотметчик тоже. Действующая модель. С помощью этого первые радиосигналы передавали. Изобретатель Александр Попов, Россия. Интересно, что-то там такое происходит. Принципы. Кубики. Что-то надо, что-то опускать, там получается эффект. Спектроскопия. Интересно здесь. Вот. Что это такое? Человек. Надо управлять. Что-то, чего-то как-то. Ага, и будем получать нужный нам ответ. Интересно, вот здесь вот такие стулья, они довольно мягкие, когда у них тут радио, и можно сидеть и слушать лекцию. О, отдыхать вот так кайфово. В результате смотрите, пришлось ввести в свои уравнения дополнительный член. Про Эйнштейна лекция. В сущности, это выглядело как Такие мягкие вот эти вот сидушки вообще но Эйнштейн был классные. убежден, что наша Вселенная стационарна, то есть неизменяема. Тут какая-то интересная комната такая темная, там циферки, это различные планеты. А, это сколько ты весишь, да? То есть мы что делаем? Берем, встаем на эту. И вес мой на Юпитер 163 кило. Ужас. Так, дальше сюда. Плутон. На Плутоне я вешаю 13 килограммов всего. Какой легкий. Так, а это что за? Это Марс. Марс 34 килограмма. Так, еще где какие весы есть? Так, ох, 5 килограммов. Это где? Это где? На какой планете 5 килограммов? И здесь я вешу... Я ничего не вешу, он не работает. Вот так вот. А вот это мы видим ядерный реактор. Представляете, ядерный. Это вот эти стержни туда опускают, и там происходит ядерный распад, да? Правильно я говорю? Тут мы управляем, какая-то схема идет. Вот, смотри. Угу. Ядерный реактор, да. А, понятно. Как работает. Понятно. О, стержни вот эти, да? Где-то тут куски этих стержней есть, вот они, по-моему, такие графитовые блоки. Вот это графитовые блоки, которые опускают туда. А вот эта штуковина, смотрите. Ух ты, экспонат опасен. Опасно, высокое напряжение щелкает. Берем, нажимаем кнопку запуск. Давай, щелкай. Холодная плазма.
бьет там. А тут, если мы кнопочку нажмем, так, у нас будет щелкатель. О. А здесь, если мы кнопочку нажмем, запуск, он говорит, давайте на максимальную громкость. Здесь рядом есть такая детская игровая зона. И мы видим космический корабль «Буран». Довольно мягкое такое покрытие. «Буран». Вот он какой здоровяк. Летал в космос, а представляете? Туда и сюда, вот его колеса. Их даже можно крутить, смотрите. Туда можно крутануть, туда. А она, кстати, в космическом стиле. Ракета. В смысле, это игровая площадка. Там кассы. Вход туда, внутрь. Есть. Каким-то как он попадает. Ну, там выставка идет. Ну и вот мы находимся возле главного тут на ВДНХ. Памятник, фонтан, все это. Что это такое, а? В общем, главное тут. Вон там тоже фонтанная группа большая, хорошая такая. Солидно. Ну вот, солидно раньше делали, да? Смотрите как. Вообще-то все такое солидное, большое, мощное. Вот не стыдно. Не стыдно, да? Не стыдно, стыдно было за Советский Союз. И вот такая страна, она почила. Когда-то все это было очень грандиозно. Вот то, что осталось, памятники от Советского Союза, Сталин, величие, мощь. Так что надо обязательно приехать и все своими глазами посмотреть, иначе это так просто не передашь. Просто так это не передашь. Ну что, Маша, тебе понравилось здесь, да? Грандиозно? Нет. Ну, они дети еще, они не понимают. А вот робостанция. Мы там должны еще зайти и там некоторое время побыть.